Что и как сажать в этом сезоне все модные дачно-садоводные тенденции, узнаем у депутата Госдумы, председателя Союза садоводов России Олега Валенчука. Доброе Здравствуйте, утро. Олег Дарьевич. Вы экспериментируете на своем участке? Чем собираетесь удивить? 2-3 года назад виноград начал высаживать. Один из сортов винограда московского, Московской области. Но я вам скажу, что такой же сладкий, как крымский, да? И, конечно, заинтересовался. Вы знаете, поболел, конечно, пару лет, но прижился. Вот уже, надеюсь, в этом году будет плодоносить. Какие еще модные тенденции этого сезона садоводного, если так можно выразиться, есть? Вот кроме ежемалины, которую мы тут уже видим не первый раз. Придумывают все, что угодно. Вот, допустим, мои знакомые привили к яблоне грушу. И что вы думаете? Реальный плод. Ну, нельзя сказать, что супер сладкий, но растет. В Архангельске я пробовал дыню, выращенную, правда, в теплице. Да, сладкая дыня, настоящая. Ну, почти не хуже узбекской. Но когда я узнал, какое количество электроэнергии на это потребляется, волосы встают дыбом. То есть, соответственно, мы должны не стремиться к тому, чтобы удивлять кого-то. Это делают люди как хобби. Вот выходит человек на пенсию, ему интересно сделать что-то на своем участке, взрастить что-то особенное. Ну что росло 20 лет назад хорошо на этом участке, спустя годы уже, может быть, и не так вырастет, и не так будет плодоносить. Вы, как человек с опытом и приверженец традиции, можете оценить ситуацию, как она меняется? Вот на нашей территории, например. Я вам скажу, что вот сегодня, в момент кризиса, да, мы провели некую статистику. Люди приобрели в 2,5 раза больше семян, чем в прошлом году. Прокорми себя сам. Да, то есть люди в первую очередь думают о том, чтобы накормить себя самим. Но очень интересная и позитивная традиция, я вам доложу, в том, что молодежь идет к нам просто толпами. Я говорю, а в чем причина? Это же довольно тяжелый труд, с землей нужно заниматься. Они говорят, а мы не хотим травиться. Нам надоело геномутированную отраву эту кушать. Мы сегодня понимаем, что только у себя на участке. И сегодня вот пустующие участки мы заполняем молодежью. Так еще хочется людям не с таким опытом, как ваш, чтобы воткнул палку, ну дерево, конечно, и особых усилий не прикладывал, и чтобы урожай был хороший. Селекция же не стоит на месте. Есть такие виды и сорта? Конечно. Что такое вообще новое? Новое – это хорошо забытое старое. К примеру, топинамбур. Это уникальнейшее растение, которое является прекрасным лекарством. Он содержит инулин. Инулин – это вещество, которое понижает сахар в крови человека. И это просто чистейшее лекарство. Потом там содержится железо, там содержится магний, кальций, фосфор. Огромную пользу для тех, у кого высокое давление он приносит. Ну и даже удаляет соли тяжелых металлов. Когда я начал его выращивать на своем садовом участке, я удивился вообще. Он вообще никакого внимания не требует. Самое-самое растение, скажем так, не требующее никаких трудозатрат. Посадил, забыл. Дождик полил, он умеет притянуть воду сам из земли. Не надо с ним заниматься. А внешне у него высокий стебель и красивые цветы. Совсем недавно мы вот в студии говорили про семена, про то, что все-таки может дачник в них сам разобраться, и там и состав, и желаемый результат описан. А вот с саженцами не очень понятно. Без маркировки продают. Ничего же не написано, просто вот есть какое-то там деревце. Нужно садоводам все-таки не лениться, а если не показывают где и что произведено, надо доехать до питомника, посмотреть условия, в чем они произведены, да, и как они производились. Вот именно тогда люди получат достойный урожай. Спасибо. Хорошо, что скоро пятницу. Пятница на природу, да? Поедем на дачу сажать топинамбур. Да. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. О том, что высадить, мы говорили с депутатом Госдумы, председателем Союза садоводов России Олегом Валенчуком.